Сергей, сейчас чуть отвлекись. Ты инженер-проектировщик, правильно? Мгм. Вот подскажи, а зачем заказчику нужен проект? Ну, вообще, зачем заказчику проект дома? Смета, понятно. Вот он у нас, когда строит дом, делает проект, и мы, точнее, делаем проект и делаем смету. Смета для заказчика, ну понятно, что привозить, есть понимание. А зачем нужен клиенту проект? Просто многие компании работают без проектов, особенно частные лица. Вот зачем на это отдавать силы, тратиться? Ведь по сути деревянный дом, ну, он не, ну, многие считают, что это несерьезная конструкция, да, несерьезное строительство. То есть каждый может построить. То есть, ну зачем тогда тратиться и тратить время на проект? Ну, проект дома нужен для того, чтобы понимать в итоге, что вообще получится, то есть после окончания строительства. То есть, чтобы знать, где находится окно, где дверь, какие размеры. То есть, если это заранее не предусмотреть, потом очень много нюансов может возникнуть. Мгм. Также у каждого заказчика есть свои потребности, то есть в помещениях. Какие помещения нужны? Кухня, там спальня на первом этаже, допустим, гостиная. Все это вместе или раздельно находится, да? То есть у каждого помещения есть своя площадь требуемая. То есть если, например, помещение у вас меньше площади, чем это требуется, то есть вы уже не можете там организовать спальню, или вам места в итоге не хватит там поставить кровать, шкаф, там стол. Мгм. То есть это все предусматривается уже в проекте. То есть высоты этажей, например, не предусматриваются, да, иногда. То есть затем, из-за того, что у вас не хватает высоты потолков, то есть вы не сможете зарегистрировать, например, дом. Для котельной существуют определенные нормативы, например, для газовой котельной это площадь помещения должна быть не менее 6 квадратных метров. То есть норматив предусматривает 15 кубических метров, то есть, ну, при стандартной высоте там 2,7, площадь помещения должна быть не менее 6 квадратных метров. То есть это все предусматривается в проекте. Также изначально проект нужен для того, чтобы составить эту смету. То есть в проекте прочерчиваются абсолютно все конструкции. Там свайное поле, например, план перекрытий, балки перекрытий, где они устанавливаются, с каким шагом. То есть это все предусматривается в проекте, и вы даже сами самостоятельно сможете сравнить, например, соответствует ли смета проекту, чтобы не было завышения там по ценам, чтобы у вас там по количеству материалов не было завышения. То есть можно написать в смете абсолютно что угодно, да, но если оно не соответствует проекту, то есть уже происходит удорожание, которое, ну, заказчик воспринимает это на себя. То есть проект и смета это составляется совокупности, все вместе, то есть и сразу видно количество материалов, и сколько всего нужно привезти, и на что этот материал вообще уходит. Ну вот для этого и нужен проект. Ну подожди, многие частные лица, ну подожди, дома же строятся. Вот каждый день многие компании, особенно частники, наверное, 90, наверное, 100%, да, из частных строителей строят без проекта. И дома стоят, то есть и заказчики в них живут, и строители там говорят, ну, то есть говорят, что все замечательно. То есть, но, подожди, но с одной стороны, я понимаю, что они не заканчивали, вот как ты, институтов, да, университета, да, то есть у них нет этой базы знаний, то есть вот этой знаний по сводам правил, нормативам по нагрузкам, воздействиям. Они не рассчитывали эти прогибы, снеговые нагрузки. То есть, но они строят дома. И строят каждый день. То есть, конечно, кто-то там в интернете почитал, картинки веселые посмотрел, кто-то там где-то в компаниях каких-то поработал, и где-то что-то как-то их обучили. Но, блин, строят же. Строят. И дома стоят. Строят дома, стоят, ну как они стоят? То есть от этого хромает качество, например. В проекте надо учитывать, например, сечение балок перекрытия, если, например, рассматривать деревянный дом, да. Если применить балку меньшего сечения, она под нагрузкой прогнется, соответственно, испортится чистовое какое-то покрытие. Если в деревянном доме не учесть, например, воздействие негативной усадки дома, то есть может потрескаться затем отделка, например, при строительстве дома, да. Высота этажа изменится, например, после усадки на сантиметров 5, например, если высота этажа 3 метра. То есть потом по высоте можно не пройти под регистрацию дома, да, то есть у вас останется просто дачный домик, в котором нельзя там прописаться и сделать регистрацию. То есть очень много нюансов. Стропильная система, например, если она не рассчитана на те нагрузки снеговые, да, или угол наклона крыши какой-то применен пологий, да, то крыша может под нагрузкой снеговой прогнуться, например, металл прогнется, если обрешетка сделана не с тем шагом. Это все учитывается в проекте, и соответственно от проекта уже бригада строителей, да, не может никуда отойти, и вы можете контролировать
То есть соответствует ли само строение дома проекту, либо нет. То есть и уже вносить какие-то коррективы, свои нюансы. То есть, а если частники, они построили, уехали, вы с ними уже связаться никак не можете. То есть они как умеют, так вам построили, так оно и будет стоять. То есть дальнейшие проблемы вы будете решать самостоятельно. Понятно, ясно. То есть это влияет на качество, влияет, что заказчик понимает, какой будет конечный результат, и влияет на точную цену. Ведь на основе проекта делается еще смета. Да, все верно. То есть не будет никаких завтра там надо доплатить, послезавтра что-то не хватило, мы это не учли. То есть в проекте уже все учтено. То есть это конечная цена, правильно Да. понимаю? То есть на основе четкого проекта делается четкая смета. Да. В нашем случае это так. В нашем случае это так. А- Смета поштучная, все там в килограммах, то есть даже доски в штуках, все это можно даже, например, самостоятельно закупить, если есть такая возможность. То есть в смете все детально расписано, показано и указано. То есть в каждом договоре у нас обязательно Да. ой, сколько страниц. То есть, ну много, да, получается? Да, заказчик То есть у нас ознакомливается, везде ставит Отдельно свою вот подпись. идет объект, значит, брусовой ростверк, что касается отдельно по ростверку, конкретно по стенам, отдельно расписана стоимость работ и отдельно расписана стоимость половые перекрытия отдельно. Крыша отдельно, то есть пленки, вот смотрите, вот на крышу только какая номенклатура, доска 50 на 150, разные длины, заметьте, потому что крыши бы на одной крыше пиломатериалы разные. Дальше брус на стойке, если надо, там гидроизоляционная пленка, металлочерепица, четко какая, бруски, то есть абсолютно все, диски, скобы. То есть смета очень действительно и подробная, то есть штуки, количество, все очень детально. А точность данной сметы какая? Тут стопроцентная точность, то есть все посчитано. Вот Да, по- ну стопроцентная, да ладно, стопроцентная точность. Ну, обычно сейчас уже доведена почти до такого, то есть может 96, да, то есть есть нюансы, но это не такая значительная сумма, да, которая там может возникнуть, то есть крепежка, например, уже самостоятельно это закупаем, то есть саморезы, гвозди, прям поштучно, это, конечно, все Мгм. учесть невозможно, то есть. А что касается основных материалов, это брус, доска, там металл, это все посчитано точно. А как это так можешь делать, если вот зачастую, ну, в целом говорят просто домокомплект. Домокомплект там 200 тысяч нам заплати, ну, в основном в строительных компаниях. А каким образом вот мы считаем вот так подробно? Это как ты так вообще считаешь Ну, подробно? По проекту, вот есть в проекте, например, план этажа, включая Не-не-не, а все как ты вот... фасады. Нет, это понятно, что ты проектируешь все длины. Это, Ну да, длина. а как вот так детально ты можешь рассчитать всю смету? До гвоздика. Это все технологии расписаны, то есть есть нюансы, они с бригадами обговорены, есть инструкции, по которой они строят. То есть каждый узел, например, предусматривает там крепление там гвоздями, например, или саморезами в таком-то количестве. Да, если, Мгм. например, это нагеля, например, на каждый там брус идет 5 нагелей. То есть это все учитывается в зависимости от объема основного материала. То есть скобы, например, также каждый узел там рассчитывается, там крепится, например, на скобу. Соответственно, столько скоб нужно на крепление. Мгм. То есть пластины различные, также это все в узлах, все в инструкциях, все прописано, то есть и бригада строит по той технологии, которая у них есть. А кто им эту технологию дает? Они сами с воздуха? Каждая Нет, бригада, подожди, это- у каждой бригады свой опыт. Да? То есть каждый придет к нам, каждый любой строитель скажет, а нет, это не так. Я строю вот по-своему. Как понять вот инструкция? Кто ее В дает? каждой бригаде мы выдаем инструкцию свою, то есть где все прописано. То есть инструкций достаточно много по Ага. крыше, по балкам, по стенам, то есть по фундаменту ленточному. Везде есть инструкция, где все четко прописано. Там достаточно большое количество чертежей, Ага. где это все прописано. То есть каждая бригада ознакомливается и контроль ведется конкретно по данной инструкции. То Так. есть, если что-то бригада делает не так, она переделывает, соответственно, чтобы соответствовало инструкции и тем узлам, которые приняты в нашей компании. Понял. Так, то есть получается на каждом объекте должно быть одно и то же качество, да? Да, да. Кто бы ни работал, кто бы ни пришел, то есть... Везде все одинаково, одинаковая технология, то есть все строится так же, как и везде. Здорово, все круто.